Салям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це Дмитро Васильєв, політконсультант, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики «Рада». Пане Дмитро, вітаємо вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Витаю вас. Здравствуйте. Я бы хотела нашу беседу начать со следующих новостей, которые набирают все больше и больше обороты. Это связано с угрозами, которые поступают нашим дипломатическим ведомствам по миру. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинским дипломатам продолжают поступать угрозы, и в общем уже зафиксирован 31 случай в 15 странах. По его словам, за последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольство Италии, Польши, Португалии, Румынии, Дании, а также консульство в Гданске. В общем, уже имеем 31 случай в 15 странах, цитирую Дмитро Кулебу: Австрия, Ватикан, Дания, Испания, Италия, Казахстан, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Венгрия, Франция, Хорватия и Чехия, написал министр иностранных дел. Пане Дмитро, как вы оцениваете вот подобные случаи? На кого, как вы думаете, они ориентированы и с какой целью приходят вот такие угрозы нашим дипломатическим ведомствам? Ну, кстати говоря, не только нашим дипломатическим ведомствам это приходило. В Испании, которая выдавала оружие Украине, мы об этом помним. Также официальным лицам Испании приходили конверты подобные. И испанцы тогда сделали официальное заявление о том, что россияне могут нас запугивать, но мы точно будем поддерживать Украину в этой войне до ее победы. Ну и, соответственно, на следующий день Украина получила очередное вооружение и уже от Испании, который сегодня успешно выбивает россиян, расистов с территории Украины. Ну и Дмитрий Кулеба также сказал о том, что вы, конечно, можете нас пугать, но точно украинский народ запугать уже нечем. И дипломатов, которые также на дипломатическом фронте, их также уже нечем пугать. Поэтому это два. Ну а третье, Россия подтверждает свое звание государства-террорист. Они действуют террористическими методами, и это проявление слабости и уже бессилия. То есть на военных театрах они уже не могут справиться, им нечего представить. Они массово убивают, ну, Алло? это акты бессилия, террористического бессилия, которое мы наблюдаем по всему миру. Вот так бы я прокомментировал эти последние события. Да, то есть мы можем с уверенностью говорить о том, что это вот прямые угрозы со стороны России. Я просто не совсем понимаю, а зачем, ну как можно каким-то пакетом окровавленным запугать всю страну и вообще посольство то или иное, в которое поступают эти пакеты. Я просто не совсем понимаю логику, зачем? Это ж глупо. Ну, логики мы с 24 февраля все меньше и меньше видим. Поэтому это продолжение вот этой алогичной деятельности рашистских террористов. Они считают, что они могут кого-то запугать. Ну, пусть считают. Украина и мир показывают, что никто не пугается. Мы идем дальше до нашей победы. Поэтому, ну, давайте не будем обсуждать то, что логики не имеет. И вот еще одно логичное действие, которое сегодня демонстрирует Россия, когда бьет по нашей энергетической инфраструктуре, очевидно рассчитывая на то, что это вызовет некие протесты, некое негодование среди украинского народа. Да, в принципе, негодование это вызывает, но вызывает оно это негодование исключительно по отношению к самой России, наоборот, консолидирует украинское общество, украинский народ, который вот в связи с этими ударами сегодня сталкивается с проблемами потребления электроэнергии, там проблемами с водой и с отоплением и так далее. Как вы думаете, вот с еще серьезными морозами, которые приближаются, зима действительно для нас будет тяжелой? Ну, она уже непростая, она уже тяжелая. Вот сейчас, когда мы записываем эфир, в помещении, в котором я нахожусь, электрики нет.
интернета нет, но тем не менее мы как-то справляемся, да. А это как раз вот один из примеров того, как украинский народ, он находчивый, креативный, может справляться с любой ситуацией, в том числе с энергетическим кризисом, в который нас погружает Россия. Но, учитывая то, как эта энергетическая система восстанавливается после каждого очередного удара, после каждой волны, учитывая то, как связисты работают над связью, и она становится лучше, учитывая то, как народ Украины психологически приспосабливается к этим новым условиям в нашей жизни, и я абсолютно уверен, что мы достойно проживем эту зиму. Да, она будет непростой, да, она будет тяжелой, но, слушайте, я повторю слова президента Зеленского, который повторяет слова украинского народа, говоря о том, что без света или без вас, без вас, без газа или без вас, без вас, без тепла или без вас, без вас. Имеется в виду без вас Россия и россияне. Поэтому, ну, как бы Россия не пыталась кого-то запугать в Украине, это ей не удается и не удастся. Как бы она ни пыталась нас тут всех поубивать и деукраинизировать, не удастся. Пусть лучше себя денацифицируют, потому что это настоящие нацисты, которых современный мир называет расистами. Мгм. Ну, а как вы думаете, может ли случиться так, что у нас будет полный блэкаут? Ага, вот, да, сейчас я вас вижу, видимо, какие-то перебои со связью. Да, мне просто идут звонки, извините, пожалуйста, я Да, сбрасываю, ну вот, мы с телефона записываемся. да, я понимаю, в полевых условиях приходится работать. Я повторю свой вопрос. Как вы думаете, может ли нас ожидать полный блэкаут и чем это чревато? Слушайте, все может быть. Очевидно, что после каждой очередной волны все больше и больше энергетических объектов разрушается. Наши энергетики, настоящие герои, они творят чудеса. То есть действительно переключаются, действительно используют те запасы, которые мы имеем для восстановления энергетической системы. Ну и наши партнеры также очень активно нам помогают и генераторами, и новыми запчастями, и трансформаторами, установками для того, чтобы мы все-таки смогли выходить из этой сложной ситуации. Будем надеяться, что россияне не такие безумные, чтобы бомбить наши атомные станции. Соответственно, атомные станции продолжат работать и будут генерировать электроэнергию. Ну и очевидно, что все наши подстанции трансформаторные и магистральные линии мы сможем восстанавливать для того, чтобы украинцы получали электроэнергию. Поэтому на короткое время блокаут возможен в силу технических причин, но Мгм. это будет короткое время. Я уверен, что Украина, украинские энергетики, украинский народ справятся. Ну и самое главное, справится наша противовоздушная оборона, наша противоракетная оборона. Ну, наши партнеры предоставляют Украине все больше новых систем вооружения. Помните, на одном из крайних Рамштайнов было принято решение о том, что Украине будет создаваться многоэшелонированная система противовоздушной обороны. Ну, соответственно, этим сейчас мы и занимаемся. И последний ракетный удар, статистика показывает, что было сбито 88% ракет. И это очень хороший результат. Я думаю, что дальше будет еще больше, и скорее всего, что в ближайшее время Украина дойдет до 95% сбития всех ракет. Ну, а Россия с каждым очередным ударом будет залезать в свои стратегические запасы, ну и, по сути, деметализировать Россию и воздушные силы Российской Федерации, ракетные силы Российской Федерации. Но Что как хорошо для сообщает нас, а что хорошо для них. Но, как сообщает наше ГУРМО, Россия уже сейчас стала использовать вооружение стратегического запаса. Правильно я понимаю, что это грозит тем, что через какое-то время у них вовсе могут закончиться эти ракеты, так как запасов комплектующего также не остается, и доставок импорта в связи с санкциями тоже особо нет. Абсолютно правильно. Хотя разведка также говорит о том, что сейчас Россия использует те ракеты, которые были произведены уже после введения санкций.
Мгм. И действительно большой вопрос к нашим странам-партнерам, как получилось, что какие-то запчасти, какие-то комплектующие были в Россию все-таки доставлены в обход санкций, то есть это происходит. Но, с другой стороны, всего этого недостаточно для того, чтобы пополнять стратегический запас. И последняя волна, которая буквально пару дней назад обрушилась на Украину этих ракет, и они были сбиты, 88%. Это был запас тех ракет, которые Россия может восстанавливать в течение полугода. Представляете? То есть они за один день выбросили полугодовой запас, который они только в течение полгода могут восстановить. Поэтому ну, это также неплохой результат для нас, это очень плохой результат для России. Ну, опять же, да, умом Россию не понять, мы не будем обсуждать алогичные действия нелогичных противников. Недавно медиаплатформа Z со ссылкой на источники в Организации Объединенных Наций сообщила о том, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников. Прямая речь источника в ООН. Мы знаем, что Иран планирует увеличить свои поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах. Я не думаю, что они еще отгружены, но они явно есть в книгах заказов, сказал источник в Организации Объединенных Наций. Имя, понятно, они не разглашают. Иран вот во всей этой истории какую роль занимает? Зачем Иран сегодня открыто вступает на сторону России? Ну, Иран не открыто вступает на сторону России, он всячески пытается откреститься от тех вооружений, которые он поставляет Российской Федерации. В начале официальное заявление, если мы вспомним, Ирана было о том, что ничего России не предоставляется. А дальше, когда уже нельзя было скрывать всех этих поставок и тех сбитых беспилотников, которые мы видели, это все-таки иранского производства. И они заявили о том, что это беспилотники, которые были поставлены России еще до начала прямой российской агрессии против Украины до 24 февраля. Но кто же верит Ирану? Да? Они точно так же дезинформируют мир и свои средства массовой информации, как это делает Россия. Они два сапога пара. Это две империи, отживающие, которые отживают свое. Поэтому, ну да, Иран вроде как и прикрывается, но с другой стороны, все понимают, что Иран продолжает поставлять вооружение. Но по информации в открытых источников, которые мы имеем от инсайдов из международных разведок, они говорят о том, что баллистические ракеты пока что еще Россия не получала от Ирана. И Иран получил очень жесткие предупреждения о тех последствиях, которые будут у Ирана, если эти баллистические ракеты поступят в Россию. Поэтому пока что вроде как баллистические ракеты не предоставлялись Российской Федерации. Но поставки шахедов регулярно идут. И не далее, как сегодня ночью, 8 в Днепре было сбито шахедов, ну, то есть 100% сбивания, да, и 6, по-моему, в Кировоградской области также были сбиты. Соответственно, все шахеды, которые летят в нашу сторону, они все сбиваются. Наши противовоздушные силы научились сбивать эти шахеды. Поэтому ну, россияне, я думаю, что они продолжат получать шахеды. Была также информация о том, что должно быть налажено производство этих же беспилотников на территории России. Но все-таки те санкции, которые вводятся как против России, против Ирана, они, надеюсь, будут помогать останавливать эти производства как в России, так и в Иране. Мы знаем, что также имеют определенные проблемы иранские инструкторы, которые учат россиян пользоваться шахедами. На специальной базе в Крыму инструкторы были ликвидированы. И ну, также та база, которая производит шахеды в Иране, была уничтожена специальная операция на территории Ирана. Я думаю, то же самое будет происходить на территории Российской Федерации. Поэтому, ну, это с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что у Ирана также продолжаются определенные внутренние сложности. То есть было очень много выступлений людей внутри Ирана. То есть там назревает ситуация, революционная ситуация. Мы понимаем, что Иран, как империя, старается действовать точно так же, как Россия, внутренние проблемы решать внешними конфликтами.
И были учения также возле границ с Азербайджаном, 100 метров от границы с Азербайджаном. И это сигнализировало Азербайджану возможность вторжения на территорию той страны со стороны Ирана. Ну и они имеют определенные амбиции военных конфликтов с другими странами, соседствующими с Ираном, говорящие о том, что Иран в принципе готовится к войне. Почему Иран взаимодействует с Россией? Предполагают и эксперты, и разведки о том, что Россия взамен может поставлять примеры вооружений, которые изготавливаются в Америке и других странах-партнеров, западных партнеров стран НАТО. Ну и также, конечно же, Иран очень рассчитывает на ядерные программы, которые могут помогать развивать Российская Федерация. Поэтому здесь вопрос к нашим западным партнерам, почему до сих пор в пакетах санкций, которые существуют и реализуются, почему до сих пор нет санкций против ядерной индустрии Российской Федерации, против энергоатома. Возможно, время пришло, и это надо делать. И учитывая то, что они делали с Чернобылем, учитывая то, что они делают сейчас на ЗАЭС, учитывая то, что, возможно, действительно очень активная программа россиян с иранцами по ядерные программы, да, и возможно, пришло время действительно вводить санкции против энергоатома и против ядерной индустрии Российской Федерации для того, чтобы в том числе предупредить реализацию ядерных программ Ирана. Мгм. Ну, можно ли в таком случае, из того, что вы сказали, сделать такой вывод, что иранский режим, да, поддерживает в данном случае и имеет тесные взаимоотношения с Россией? Это вот такой вот солидарность диктаторов, да, солидарность диктаторских режимов. Это такой клуб тоталитарных режимов авторитарных, который понимает, что в случае, если имеет поражение какое-то тоталитарное, авторитарное, клептократическое государство, то полетит к чертям вообще все другие тоталитарные, авторитарные государства, которые тоже существуют в этом клубе и, можно сказать, в авангарде которого стоит сегодня Россия. Я бы с вами согласился, это абсолютно правильное определение. Мы понимаем, что как Россия, так и Иран – это древние империи, но древние имеется в виду отживающие империи. Они пытаются действовать методами прошлых веков, и все меньше и меньше понимают современность. И, соответственно, они действуют старыми методами. Для них методы заключаются в том числе в том, чтобы производить как можно больше хаоса. Как у себя, так и возле себя и в разных регионах. И чем больше хаоса, тем больше выгоды для них. Они так воспринимают реальность. Поэтому как бы они абсолютно естественные природные сотрудники, и они выгодны друг другу. Более Скажите, того, в условиях, когда санкции есть как против Ирана, так и против... Да. да, в этот клуб Санкции есть против России, против Ирана, и они пытаются, ну, вот их как-то обходить, учатся друг у друга и пытаются друг другу помогать. Извините, я перебил ваш вопрос. Это я вас перебила, извините. Скажите, а можем ли мы говорить, что в этот клуб, о котором мы с вами упомянули выше, да, клуб диктаторов, входит в том числе страны ОДКБ, да, Китай, Северная Корея, на каком-то этапе они могут объединиться против всего демократического цивилизованного мира? Ну, здесь есть несколько как бы вопросов в одном вашем вопросе, либо же сказать несколько фрагментов одного вопроса, и давайте их разберем по фрагментам. Давайте То есть, разберем. если мы говорим если говорить об ОДКБ, ОДКБ все-таки это организация, которая отживает свое. И, возможно, та последняя встреча, которую мы видели ОДКБ в Ереване, это была одна из самых последних встреч вообще этой организации в ее истории. Очевидно, что Ереван и Армения недовольны этой организацией, потому что в тот момент, когда обострилась и была эскалация между Арменией и Азербайджаном, Россия не вступилась за Армению и не помогла Армении. Очевидно, что в начале года, когда Россия под прикрытием ОДКБ вошла на территорию Казахстана, Казахстан был недоволен этой ситуацией и попросил Россию очень быстро выйти.
И по информации разных источников, Китай тогда вступился за Казахстан, и Россия последовала настоятельной просьбе Китая вывести свои войска из Казахстана. ОДКБ трещит по швам, и мы помним заявление Лукашенко, который ну, с таким красным лицом и от ярости, и от бессилия, и страха, очевидно, перед Россией говорил о том, что ну, скоро придется всем нелегко, и в этой сложной ситуации, возможно, придется защищать друг друга. И если мы не объединимся, а мы рассыпаемся на глазах, так можно было перефразировать слова Лукашенко, то тогда как бы каждый поодиночку точно не справится. Поэтому все ожидают распада ОДКБ, все члены ОДКБ ожидают этого распада, в том числе и упомянутые нами лидеры тех стран, которые вроде как из России, но все меньше и меньше хотят быть с Россией, не тяготятся этими узами. Я говорю об Армении, я говорю о Белоруссии. Очевидно, что Казахстан ведет все больше и больше самостоятельную политику с большим ориентиром на Китай, чем на Россию. Мгм. Теперь, когда мы говорим про там, страны, которые могут объединиться вот в этом клубе, очевидно, что Беларусь это та страна, которая ну, уже сформировала ось зла нынешнего года, учитывая, что основные силы на Украину 24 февраля пошли с Беларуси, и Беларусь продолжает участвовать негласно в этой войне, поддерживая Россию логистикой, своими военными базами, тем вооружением, которое она предоставляет России и так дальше. Поэтому ось зла Минск, Москва, они очевидны, и это клуб по интересам абсолютно не прикрыт. В другие страны ОДКБ, ну, пока что мы не видим такого прямого взаимодействия, да, никакая другая страна в этот конфликт не вступает в том или ином виде. А если мы говорим о Китае, то очевидно, что Китай имеет свои интересы, которые сегодня точно не связаны с Россией и ее агрессивными действиями. Мы помним, что еще до встречи группы Большой Двадцатки, как Индия, так и Китай делали заявление о том, что эта война никому не нужна, ее надо останавливать. Мгм. Первыми была Индия, а вторая, незадолго до собрания G20, об этом сказал премьер-министр Китая, и об этом вскользь говорил уже и лидер Китая. Си Цзиньпинь. Поэтому Путин от Китая получил четкий сигнал, так же, как и ранее от Индии, что эта война никому не нужна. Да, потому что ни Индия, ни Китай от нее не выигрывают, только проигрывают. Ну, соответственно, сказать о том, что Китай заинтересован в этой войне, точно нет. Но Китай четко понимает, что проигрыш России может быть Китаю выгоден, потому что есть огромная территория, на которой территория России, на которой Китай уже ведет какую-то свою деятельность, как социальную, так и экономическую. Ну и очевидно, что те территории, которые называются Маньчжурия, ну и, возможно, другие территории России могут быть интересны Китаю. Поэтому я думаю, что Китай больше выиграет от проигрыша России в этой войне, чем проиграет, и, наверное, будет ждать этого проигрыша, потому что воспользуется и территориями, и какими-то дополнительными возможностями. Больше того, у меня есть предположение, но это исключительно предположение. У меня нет никакой информации, которая это может подтвердить, Мгм. но, скажем так, определенные анализы и предположения могут говорить о том, что те договоренности, которые были между Китаем и Соединенными Штатами Америки, могут заключаться в будущей перспективе ну, такого очень аккуратного развала России, при котором Китай может выступать определенным гарантом более медленного распада России и регулируемого распада России, когда Китай мог бы эм, как бы это правильно выразить, ну, выступить куратором и организатором сохранения контроля за ядерным вооружением Российской Федерации. Это вот в Потому что годы, да? ну вот если бы не ядерное оружие, никто бы об этом не думал.
А все-таки очень важно, чтобы, ну, грубо говоря, Россия не распалась для мира именно потому, что там есть ядерное оружие. А поскольку есть ядерное оружие, то все переживают, чтобы это оружие и этот ядерный потенциал не попал в руки еще худших террористов, чем те, которые сидят в Кремле, и которые уже угрожали использовать ядерное оружие. Ну, представьте, что будет, если будет много разных там каких-то образований, и вот там, возможно, тоже появятся какие-то террористы, которые будут угрожать миру. Поэтому очень важно, чтобы ядерное оружие было в одних руках, с которыми можно договариваться. И вот я думаю, что Китай рассматривается вот тем куратором, который может попытаться сделать так, чтобы при возможном распаде России все-таки основная часть была под контролем, и в особенности это та часть, на территориях которой находится ядерное оружие. Ну, опять же, да, то есть это предположение, это инсинуация, но вполне реалистично, учитывая то, что Китай может быть заинтересован в больших территориях России, Китай может быть заинтересован в том, чтобы и территория, которая граничит с Китаем, была стабильна. Китаю, так же, как и большим игрокам, как Америка, ядерная война, ядерный терроризм точно не выгоден, поэтому Китай будет заниматься этим кураторством. Ну и, кстати говоря, Китай в том числе имеет очень сильное влияние на Северную Корею. Вы упомянули Корею. Очевидно, что Россия вовлечена во взаимодействие, в том числе по ядерным программам. Но сказать, что Корея напрямую как-то связана сегодня с интересами России, предоставляет какие-то вооружения, нельзя. Хотя предположения были, хотя была какая-то информация о том, что какие-то виды вооружения из Кореи могут предоставляться в Россию. Но пока что это были просто предположения, и ну, какой-то четкой информации у нас на этот счет нет. Да. Я думаю, что Китай будет очень внимательно следить, что происходит с Кореей, с Северной Кореей, и наверняка он ну, попытается сделать все возможное, чтобы там ситуация также была контролируема. А как вы думаете, насколько контролируема сейчас ситуация вот в высшем политическом руководстве самой России? Я имею в виду вот среди вот этих башен Кремля, этих элит и так далее. Вот по вашим наблюдениям, есть ли там сегодня возможное какое-то сопротивление среди этих людей, которые так или иначе влияют на принятие различного рода политических решений, имеют влияние, возможно, на Путина, если те люди, которые на каком-то этапе, вот когда будут проходить эти переговоры, о которых вы сказали, могут подойти к Путину, да, условно говоря, и сказать ему, что мы проиграли, давай уходи, мы обеспечим тебе там какие-то гарантии безопасности. Ну, я думаю, что это уже поздно. Я думаю, что все, кто сегодня в этих башнях Кремля находится, они все не в безопасности с точки зрения международного права и тех будущих судебных процессов, которые будут проходить в рамках специального международного трибунала, который создается как по инициативе президента Украины, украинской стороны, так уже сегодня и документы по созданию такого трибунала, специального трибунала над Россией, они курсируют в стенах Организации Объединенных Наций. Поэтому я думаю, что все, кто в этих башнях находится, они понимают, что они все будут подсудными. Мгм. Да, я думаю, что они как раз пока не понимают, как им из этой ситуации выйти, поэтому вряд ли они будут играть против Путина. Но они точно враждуют между собой. Они точно пытаются обвинить друг друга в том, что что-то не складывается. ФСБ обвиняет Министерство обороны, что оно не справляется с ситуацией. Министерство обороны обвиняет ФСБ в том, что они не предоставили правильную и корректную информацию, на основе которой дальше верховный главнокомандующий России, то есть Путин, принимал неправильные решения по плану большой военной агрессии против Украины. Ну и так дальше, да, то есть олигархи, они тоже понимают, что они зависимы, и вы видите, что они также сегодня, как бы ни старались, не имеют гарантии безопасности. Недавний арест Фридмана, который вышел, как мы знаем, под залог, Мгм. говорит о том, что у всех олигархов Российской Федерации будут сложные времена. Ну, очевидно, что один из этих олигархов, Абрамович, он был очень активным в попытках провести переговоры между Россией, Украиной и западным миром, пытался что-то предпринять. Как мы видим, у него мало что получилось.
и у него также будут сложности. Поэтому я думаю, что олигархи также понимают, что они вроде как ни при чем, но будут подпадать под и международные законы, и также будут серьезно изучаться финансовыми структурами мира в плане возможных там, судебных тяжб по вопросу финансовых махинаций, операций с отмыванием денег, российских денег. Поэтому я думаю, что вот сегодня нет еще таких сил, которые бы там работали против Путина. Они пытаются вообще понять, как им из этой ситуации выходить. Но то, что губернаторы начали действовать, и то, что местные элиты начнут сейчас что-то предпринимать, это уже наблюдается. Смотрите, создаются специальные батальоны. Батальон Собянина, да, Москва. Есть какие-то специальные батальоны, которые создают регионы. Причем они начали создаваться по там приказу из Кремля. Кремль думал, что таким образом они смогут решить вопросы, которые не решаются мобилизацией, и теми контрактниками, которые либо же погибли, либо же не справляются с ситуацией, но массовое уничтожение российской армии. Но сейчас я думаю, что... ну и мы уже не будем говорить, конечно, о кадыровцах, мы не будем говорить о тех Пригожин, группировках ЧВК Вагнеров. преступных, которые создаются Пригожиным. Ну, они все создаются как какие-то альтернативные военные силовые структуры, которые действительно в какой-то момент смогут быть теми, кто будет враждовать между собой. И, в принципе, создается основа и фундаментальная основа для будущей гражданской войны в России. Вот это, я считаю, более серьезная опасность для Кремля, для Путина, потому что создаются те структуры, которые будут враждовать между собой. Это будет, возможно, это будет потенциальная гражданская война в России. Вы упомянули про международный трибунал. Сегодня мы слышим действительно очень много инициатив по поводу создания международного трибунала. И все же мне интересно, что для этого нужно, когда примерно мы сможем увидеть уже создание этого международного трибунала, где он должен проходить. И самое главное, когда мы все-таки увидим на скамье подсудимых Путина и всех его опричников. Условно говоря, ведь нет какой-то там международной полиции, да, которая сможет приехать в Кремль, там забрать всех, арестовать, привести и судить. То есть как это все должно происходить, на ваш взгляд? Ну, я не юрист, тем более не международный юрист, да, но я с точки зрения анализа всей существующей информации, как политический эксперт, политический консультант, ну и руководитель аналитической структуры. Все, что мы слышим от международников, от юристов, говорит о том, что существующие нормы международного права могут оставить многих военных и политических преступников за рамками преследований международного права. Соответственно, для того, чтобы все понесли показания, и высшее военно-политическое руководство России, и военные преступники, надо создать вот этот специальный трибунал. Да? И, соответственно, этот механизм сейчас создается, эта документация сегодня отрабатывается для того, чтобы такой трибунал был создан. Кстати говоря, то, что происходило в Нюрнберге, это также то, что создавалось в течение какого-то времени. Основы для того, чтобы этот процесс произошел после окончания войны, начали создаваться еще в 1942 году. В 1942 году, да, для того, чтобы в 1945 произошел Нюрнберг. Поэтому и сейчас создается этот специальный трибунал, который закладывает основу для того, чтобы все военно-политические преступники понесли наказание. Это раз. Второе. Все-таки сейчас то, что делают международные группы и международные прокуратуры, и специальных следственных органов, полицейских международных, которые все собираются в Украине, они документируют вместе с нашей Генеральной прокуратурой, вместе с нашими полицейскими, СБУ, они документируют все преступления, которые могут быть документированы.
Да, для того, чтобы в суде была представлена не общая позиция о том, что вот есть военно-политическое руководство, вот есть военные, которые преступники, а для того, чтобы были конкретные случаи каждого конкретного преступления, и они были собраны в единых файлах, для того, чтобы юристы могли по букве закона, не только по духу, но и по букве закона Мгм. представить все доказательства всех преступлений, и судья мог принять абсолютно объективное решение, да, по каждому конкретному случаю и в целом по действиям военно-политического руководства России. Ну и отдельно, я думаю, скамейка для подсудимых должна быть для пропагандистов, очевидно, да, которые ну, абсолютно отравили мозг российского народа или там российского населения. Народом это уже сложно назвать. Я извиняюсь, но я надеюсь, что меня видно. Мы продолжаем Да, видно и общаться. слышно. Вот сейчас. Мгм. Вы говорили по поводу пропагандистов, которые также должны быть привлечены к Да, ответственности. пропагандисты, я считаю. Пане Дмитро, я вас снова не слышу, к сожалению. Да, ну, Да, идут вот звонки, я сейчас их слышу. отвечаю. Мгм, да. Да, вы уж извините, но приходится работать с телефоном, с Да, ничего интернет, страшного. компьютером. Да, я вас слушаю, пожалуйста. Да, соответственно, точно так же, как и вот Геббельщина была осуждена во время Нюрнбергского процесса, да, ну, после Второй мировой войны, точно так же должны пропагандисты России понести наказание, потому что они отравили мозг как российскому народу, так и очень активно работали с европейцами и с международным сообществом. Причем не только на английском языке, а на разных языках мира. Да, и они дезинформировали как российский народ, так и народы мира. И они несут также ответственность за то, что они делали и продолжают делать. Поэтому вот все эти механизмы, весь этот комплекс создания базы для такого трибунала, юридической основы и всех собираемых материалов, вот они все очень важны для того, чтобы в результате победы Украины был собран сам трибунал, все были привлечены к ответственности, эти преступники, и они понесли наказание. Где он должен быть? Ну, это должно международное сообщество решить. Я думаю, что это было бы символично в Гааге. Да, Гаага звучит как одно из ключевых мест. Мгм. Там есть Гаагский суд, и, возможно, действительно, этот трибунал. Кстати говоря, суд над преступниками, которые сбили самолетом H-17, происходил в Голландии, в Гааге. Ну вот, скорее всего, что это очень символичное место, где этот международный трибунал может произойти и над этими преступниками, которые развязали эту ужасающую войну Мгм. против Украины, да и против человечества, да, потому что не только против Украины сегодня ведется война, она имеет не только там военную складовую, она имеет и информационную, и юридическую, и другие, да, эта война ведется не только про Украину, эта война ведется против западного мира. Ну и, кстати говоря, пропагандисты, и Путин, и все остальные говорят о том, что они воюют с западным миром. Пане Дмитро, скажите, вот на ваш взгляд, каковы три основных, скажем, да, три, пусть будет три основных фактора, которые сегодня приближают нас к победе и приближают вот дни создания международного трибунала и непосредственного привлечения к ответственности всех виновных? Ну, их намного больше, но давайте я тогда сфокусируюсь на трех, как я Да, на считаю, самых важных. субъективно Мгм. наиболее важными. Первый фактор – это народ Украины и руководство Украины. Да? Помните, президент Украины, когда ему предложили эвакуироваться, сказал о том, что ему не нужны туристические услуги, ему нужно вооружение. И вот точно так же народ Украины проявил дух, проявил смелость, и вместе, ну и вооруженные силы Украины, самое главное, да, то есть самый главный герой сегодняшнего дня – это вооруженные силы Украины, которые недавно праздновали свой праздник, День ЗСУ. Мгм. Вот весь народ Украины, ЗСУ, президент Украины, наше военно-политическое руководство, глава Генштаба проявили выдержку, смелость и решимость. Да, это первый фактор. Да, то есть мы сражаемся, мы не ломаемся,
и мы победим. Второй фактор – это та огромная помощь, которую нам оказывают наши западные партнеры. Когда они убедились в том, что народ Украины сражается, его сложно победить, мы начали получать ту помощь, без которой мы не можем справиться. Нам действительно нужна сильнейшая военная помощь, вооружение, о котором говорил президент Зеленский в самом начале, да, которые должны помочь и помогают Украине победить в этой войне. Кроме военной помощи, очевидно, это и финансовая помощь, и это геополитическая помощь, это те санкции, которые вводятся против России. Это второй фактор. Ну и третий фактор – это действительно то, что сегодня создается как международный юридический механизм для привлечения России к ответственности. Потому что если бы сталинизм был привлечен к ответственности точно так же, как и нацизм, фашизм и гитлеризм, потому что сегодня уже много стран признают Голодомор актом геноцида против украинского народа, а это все-таки был сталинский режим, это был кремлевский режим, который это делал. Вот если бы над сталинским режимом точно так же был трибунал, то я думаю, что не было этого настоящей войны. Соответственно, международное сообщество должно сделать очень серьезный вывод, вынести урок из этой ситуации и сделать все возможное для того, чтобы абсолютно четко, объективно по международному праву всем нормам понес наказание кремлевский режим. Для того, чтобы в будущем подобное не было возможно со стороны Москвы, России, ну и на долгое время сдерживало бы любые другие возможные горячие головы, которые бы какие бы они ни появились в разных концах нашей планеты. Пан Андрей, вот вы упомянули действительно три важнейших фактора, приближающих нас к победе, и я бы хотела остановиться на втором. Вы упомянули помощь со стороны наших западных партнеров, которая сегодня оказывается в нашей стране, как в военно-техническом, дипломатическом, политическом и, что немаловажно, финансовом плане. И вот только на днях американские законодатели согласились предоставить Украине не менее $800 миллионов в качестве дополнительной помощи в области безопасности. В следующем году они это утвердили уже в своем бюджете на 2023 год. Если мы говорим о поддержке, насколько она, на ваш взгляд, достаточно, потому что многие аналитики все-таки не то что критикуют, но высказывают такое мнение, что Запад мог бы предоставлять нам больше вооружения, чем есть сейчас, в виде более тяжелого вооружения, самолетов, танков, там ПРО, да, противоракетная оборона, противовоздушная оборона, те же Патриоты и так далее. Вот как вы считаете, вот в чем все-таки, почему идет такая задержка в вопросе предоставления более тяжелого вооружения? Но опять же, это очень многокомплексный вопрос, предполагающий такой длинный ответ с разными фрагментами этого комплекса. Я постараюсь очень сжато и коротко сказать, тоже в исторической прогрессии, в том числе. Смотрите, поначалу мы действительно получали такое очень малое, смешное вооружение в виде помощи, которое называется оборонительной помощью, да, то есть оборонительное вооружение. Никто на Западе не верил, что Украина может сражаться, а тем более выстоять. Да? Мы помним это интервью Дмитрия Кулебы, который рассказывал Дмитрию Гордону в своем интервью о том, что вот его пребывание в Америке буквально за несколько минут до начала войны говорил о том, что все ему сочувствовали и смотрели на него как последний раз. Да? Потому что все предполагали, что Украина падет очень быстро. За 3 дня, за неделю, да, как все говорят и думают. На что рассчитывала Россия. Поэтому предоставить Украине вооружение тогда на том этапе, это означало, что все это вооружение попадет в Россию. А Россия этим вооружением воспользуется для того, чтобы потом идти дальше. Да, потому что Россия, словами Путина 15 декабря сказала о том, что
ее намерения очень простые. После Украины она пойдет дальше, до Мгм. границ 1997 года. Да. Ну да, помните, НАТО Да, забирает ну, на эти себя землю. гарантии безопасности к НАТО, которые они выдвигали, да, я помню. Да, 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 да. Поэтому я думаю, что здесь был страх исключительно вот в этой связи, да, чтобы Россия не воспользовалась вооружением, опять же, против НАТО, стран НАТО. Второй страх, это был уже не страх, это была уже стратегия. То есть, когда увидели, что Украина сражается, когда увидели, что Украина готова победить, и Украине начали предоставлять вооружение, поняли, что, ну, во-первых, страх не пропал, да, и предоставить сразу Украине много вооружений, которое попадет россиянам, если россияне победят, нельзя. Но самая главная мотивация была в том, чтобы предоставлять Украине вооружение постепенно, по чуть-чуть, для того, чтобы Украина, сражаясь, а Украина показывала, что она может это делать, изматывала силы противника, то есть Российской Федерации. И постепенно истощала как военную мощь, так и экономические возможности Российской Федерации. То есть стратегическое решение было принято в том, чтобы Украина была тем инструментом, которое постепенно, но системно истощает Россию. Да, то есть быстрая победа не нужна. Россию нужно истощить. Мгм. Ну, первый Рамштайн показал четко, да, что принято стратегическое решение, что Россия должна проиграть. И такая опасность, которую несет с собой Россия, не должна существовать в этом мире. Но опять же за счет Украины. Поэтому это как бы вторая часть этого понимания. Ну и третье, на Россию нужно наложить как можно больше санкций. Россия должна дать эти аргументы. Россия должна показать, что она государство-террорист. Поэтому мое предположение, что небо над Украиной не закрывали именно поэтому. Причем не закрывали как наши западные партнеры, так и не предоставляли всю эту эшелонированную систему противовоздушной обороны, о которой уже говорил Марк Милли и Ллойд Остин, министр обороны и глава Объединенных штабов Соединенных Штатов Америки. Ну, как вот они стратегически сказали о том, что уже готовы это сделать для Украины, помочь Украине создать такую эшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Но, опять же, это было делать постепенно, да, для того, чтобы Россия продолжала истощать свои, в том числе и ракетные ресурсы, ну и весь военный потенциал. И мы понимаем, что ключевой рамкой с самого начала и по сей день для наших западных партнеров является четкая позиция, что страны НАТО и НАТО не должны быть участниками этой войны. Да? Для того, чтобы у России не было соблазна использовать ядерное оружие. Мгм. И второе, для того, чтобы Россия не вступала в конфликт со странами НАТО. Ну, это риск, да, такой риск есть, и Да. странам НАТО это не нужно, и НАТО это не нужно, да, для того, чтобы 5-я статья не вступала в силу. Ну и для того, чтобы, по сути, не создать ситуацию, когда Россия может объявить войну НАТО и сразу же сдаться в плен. Ну, это я утрирую. Но что бы Россия могла сделать, то есть, на мой взгляд, те ракеты, которые попали в Жешув, не помню, как точно название городка, на территории Польши, когда, не помните, в предыдущий ракетный обстрел Украины массовый, несколько ракет попало на территорию Польши. По сути, на мой взгляд, это была провокация России сознательная для того, чтобы втянуть страны НАТО в конфликт Мгм. и предложить переговоры. Сразу же предложить переговоры, и, грубо говоря, за этой ширмой попробовать создать ситуацию перемирия и остановки конфликта, ну, для того, чтобы страны НАТО давили на Украину остановить этот конфликт, для того, чтобы дать возможность России провести затяжные переговоры, восстановить военный потенциал и через какое-то время сохранить статус-кво над теми оккупированными территориями, над которыми они сейчас имеют статус-кво, ну и таким образом, с одной стороны, показать россиянам победу Путина, ну, что он выступил таким миротворцем, да, и оккупировал эти территории Украины. Ну и второе, подготовиться еще с большей мощью к новой войне против Украины.
что ни Украине, ни странам НАТО не нужно. Поэтому, поэтому страны НАТО и наши западные партнеры очень аккуратны и стараются сделать все возможное для того, чтобы НАТО не вступало в этот конфликт. Мгм. А как вы думаете, какова вероятность этого риска сейчас? Ну, она очень велика. Посмотрите, последнее решение наших немецких партнеров о том, что Патриоты будут противовоздушные, размещать в Польше. да, Мгм. патриоты не будут размещены в Украине, Да, но они а будут будут размещены размещены в Польше, а это граница с Украиной. в Польше. Это как раз говорит о том, что ну, вот наши партнеры очень аккуратно к этому относятся. Да? Ну, с одной стороны, мы получаем от Германии ИРИС-Т, который очень эффективно работает на территории Украины. С другой стороны, они почему-то пока что еще боятся передавать Пэтриот. Мгм. Ну, очевидно, что россияне могли бы сказать о том, что Патриот это уже вступление НАТО в войну. Ну, одна из причин, да, то есть, вероятность того, что россияне в один из этих обстрелов захотят все-таки какие-то ракеты пустить на территорию стран НАТО, она есть. Для того, чтобы, опять же, страны НАТО вошли в переговоры с Россией, для того, чтобы Россия могла войти в переговоры. Но, мне кажется, страны НАТО будут на это реагировать точно так же, как они отреагировали во время последнего инцидента с Польшей. Мгм. Я думаю, что позиция будет точно такая же, да. И Россия это очень хорошо понимает. Поэтому как бы они уже ни пытались, я думаю, вряд ли им это удастся. Я думаю, что им придется сражаться до последнего с Украиной, до того момента, пока Украина не победит Россию Кстати, и вот не берут нашу территорию. по поводу переговоров хотела с вами обсудить следующее заявление генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга, который сказал, что Россия пытается заморозить войну в Украине перед тем, как начать более масштабное наступление весной. И об этом он сказал в интервью Financial Times. Сейчас у Украины есть импульс, добавил генсек НАТО Янс Столтенберг. И наверняка именно поэтому в последнее время путинские вурдалаки очень активно говорят о том, что они готовы к переговорам, вот якобы мы такие плохие, отказываемся, а они всегда к ним готовы, давайте разговаривать и так далее. На каком этапе вообще возможны переговоры и что для нас будет означать, если мы пойдем на эти переговоры? Ну, во-первых, президент Украины четко сказал, что никаких переговоров с Путиным не будет. Мгм. Парламент Украины подтвердил это решение, да, и президент подписал решение парламента. Поэтому как бы позиция номер раз, с Россией переговоры возможны, да, и Украина готова вести переговоры с Россией, но при как бы четких позициях того, что это будут переговоры не с Путиным, раз. Второе, будут выполнены 10 пунктов формулы мира президента Зеленского, да, которые предполагают деоккупацию всех наших территорий, репарация, привлечение к ответственности всех военно-политических преступников. Ну и мне понравилось, как Арахамия недавно также заявила о том, что ко всем этим пунктам надо добавить не помню точную формулировку, но ядерное разоружение России. Мгм. Вот действительно очень важно как для Украины, так и для всего мира, что Россия должна пойти путем ядерного разоружения. А помните, Медведев говорил о том, что если бы не ядерное оружие, то Россию бы давно уже разорвали. Так оно Да, и есть. Так оно и есть. хоть в чем-то он был Поэтому, прав. ну вот, да. Поэтому я очень согласен с Йенсом Столтенбергом, который сказал о том, что Россия хочет переговоры исключительно для того, чтобы, ну, первое, пережить зиму. Они действительно к зиме не подготовлены. Солдаты мерзнут, у них нет не то что вооружения, у них нет нормальной амуниции. Они не справились с этой волной мобилизации. Соответственно, им нужна очередная волна мобилизации, и спецслужбы мировой разведки говорят о том, что она возможна с января. А если бы они дождались весны, то это было бы две волны мобилизации, которые они смогли бы осуществить. Еще дополнительные, да. И им катастрофически не хватает как вооружения, так и живой силы. Мгм.
Поэтому для этого им нужно перемирие, для того, чтобы были какие-то переговоры. Ну и, кстати говоря, Нед Прайс, спикер Госдепа США, сказал о том, что точно не нужно идти за желанием России вести ну, такие маскировочные, я не помню точную фразу, но как бы маскировочные переговоры для того, чтобы начать новую эскалацию войны, нужно вести речь о справедливом окончании войны. Справедливом окончании войны. Это когда территория Украины будет деоккупирована до границ 91 года. Ну и как бы все остальные пункты президента Зеленского, формулы мира президента Зеленского будут выполнены. Поэтому благо не только Украина, а все наши партнеры, весь мир понимают, что эти переговоры бесперспективны для мира, они перспективны только для очередной дезинформации и маскировки Кремля, для того, чтобы подготовить свои вооруженные силы к новой эскалации, а не к окончанию войны. Поэтому нам нужно окончание войны справедливое, как говорит представитель Госдепа Соединенных Штатов Америки, повторяя фразу президента Зеленского. Ну и надо отметить, что те же заявления и Джозефа Байдена, президента США, и там, президента Франции Эммануэля Макрона говорили о том, что да, переговоры, но о каких бы переговорах ни шла речь, эти переговоры только после консультаций с Украиной, президентом Украины, да, потому что никаких переговоров об Украине, точнее ничего об Украине без Украины. И это вот четкая позиция мировых лидеров, которые они согласовали с президентом Зеленским. Соответственно, это все говорит о том, что мы все, начиная с Украины, требуем справедливого мира, а справедливый мир – это деоккупация всей территории Украины до 91 года, границ 91 года. Это репарация, это привлечение к ответственности всех преступников. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чох Сагловна, что Дякую вам. нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наші вопроси. Дмитро Васильєв, політконсультант, президент розвиткової агенції досліджень та аналітики Рада, був з нами на прямому зв'язку. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Коршкенджі.